Холодная война окончилась, но между Россией и НАТО отношения снова все холоднее. НАТО поднимает ставки в силовой игре с Москвой. Так западные журналисты оценили решение министров Альянса по результатам саммита в Брюсселе направить в Восточную Европу дополнительные силы, а также усилить патрулирование в воздухе, на воде и активизировать учения. Министры обороны НАТО согласились усилить присутствие. Обширные статьи этому вопросу посвятили СМИ стран, оборону которых решил укреплять Альянс. НАТО укрепляет присутствие на востоке Европы. Это сигнал для России. О том, что все это защита от потенциальной агрессии со стороны России, в официальном тексте заявлений Йенса Столтенберга не говорится. Впрочем, СМИ все поняли сами. Усиление НАТО – сигнал соседу на востоке. Некоторые называют решение министров Альянса посланием непосредственно Путину. В западных медиа весь спектр мнений по этому вопросу, от абсолютной поддержки. Это то, что мы обязательно должны сделать. Это покажет нашу решимость. До осторожных сомнений. Это приведет к усилению конфронтации. Тем более, что Москва пообещала ответить на расширение НАТО. Министры обороны НАТО приняли план, который вызовет гнев и осуждение со стороны России. Гнев и осуждение не заставили себя долго ждать, как и язвительные комментарии. Генсек НАТО налаживать контакты не спешит. Наоборот, пугая мифической агрессией России. Под эту мифическую угрозу Соединенные Штаты готовы выделить средств даже больше, чем на борьбу с ИГИЛ. У командования Североатлантического альянса сдают нервы. Одновременно зрители федеральных российских каналов утешают, мол, если что, у России есть чем отбиваться. Оборвав отношения с Российской Федерацией, НАТО выстрелил себе в ногу, заявляет российский представитель в Альянсе. Впрочем, высказывается и менее оптимистичные оценки. Новое усиление НАТО называют самым масштабным после Холодной войны. Причем на Западе тоже вспоминают о Холодной войне и необходимости ее избежать. Прошло уже поколение с момента окончания Холодной войны, но эхо этого конфликта звучит снова. В ответ на решение Альянса из России снова звучат упоминания о ядерном оружии. Между тем, в англоязычных СМИ все чаще появляется мысль: обычного усиления НАТО в сегодняшних реалиях недостаточно. Численность войск – слабый аргумент в гибридной войне. Альянсу нужно полностью пересмотреть стратегию и научиться бороться не только с открытым противником, но и с пропагандой, кибератаками и зелеными человечками.